Hello, everybody! Приветствую вас! Вы смотрите телеканал ТНВ, и это программа «Территория ночного вещания». Зовут меня Женя Потехина. Рада сказать вам, да, сегодня наш первый эфир, и теперь, несмотря на то, что сегодня суббота, каждую пятницу ровно в 12 часов ночи включайте наш ночной канал. Ведь именно к нам в гости будут приходить интересные, знаменитые люди. Сегодня, кстати, у нас сегодня группа Мураками. Ну что, может, сразу начнем с песенки? Доброй ночи всем, доброй ночи. И, конечно же, мы начинаем эту ночь с песни про Урал. Поехали. Обойти все небо и вернись, ночи крылом аэроплана. Разорви себя, не прикоснись губами к сонному лимону. И бегай, когда рыдать, но дух. И вспоминай, что было меня, до меня, до меня, до меня, меня. Забирай его лишь по субботам, по танцуй со мною минуэт. И расскажи прогноз погоды, и бедай, когда рыдай. Не забывай, что было меня.
А я сообщаю, что у нас есть телефон прямого эфира. Звони 570 50 75. Задавай свои вопросы группе Мураками. Еще раз привет, здравствуйте. Привет. Я наблюдаю лично за вашей группой, наверное, полгода, но знаю, что вы уже образовались в 2004 году. А как вообще вы объединились в коллектив? Ой, я думаю, это можно долго говорить. И вот сейчас об этом расскажет наш любимый басист, самый-самый взрослый член группы Мураками. Да? Неправильно, просто он старожила Старожилы, всего да. этого дела. Он самый первый, поэтому расскажет он. Нет, на самом деле, уже в очередной раз, в 50-й раз рассказываем эту историю. Собрались мы, по-моему, в 2004 году, когда пригласили Диляру к себе в коллектив, уже тогда, который существовал, ну, не будем называть его название. Диляра была тогда у нас на проекте, на одном телевизионном, не будем говорить, какой проект. Ну, мы как-то решили, позвали ее и решили сделать что-то новое. С тех пор у нас вот поменялся практически полностью состав. Практически. Только Лёшка, басист, остался. Вот. И, ну, придумали название как-то случайно. По поводу того, как мы придумали название, вот расскажет, допустим, Карина, Диляра. А Диляра расскажет о том, что Мураками вообще в переводе «вершина горы». Как нам недавно сказали. Раньше были духи леса, вот сегодня так вот. вершины горы. Это мне недавно рассказали. Так что вот, говорят, что мы с таким названием должны быть на вершине топовых всяких радиостанций. Дай бог, когда такое произойдет. У нас, кстати, есть телефонный звоночек. Алло. Да, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, какой у Я тебя? хотел задать вопрос Диляре, Карине, Леше, группа Мураками. Это Артем. Здравствуйте, девочки. Привет, Артем. мальчики. Привет. Значит, ребят, я бы хотел очень, чтобы вы сказали на всю страну и на весь мир по поводу саундтреков, которые вы уже сделали, которые собираетесь сделать, потому что эта информация достойна для огласки. Вы должны будете это просто рассказать. Если вы это не расскажете, будьте большими преступниками, потому что саундтреки классные, которые вы уже сделали. И, насколько мне известно, есть кое-что, что должно стать достоянием общественности. Вообще, желаю вам удачи сегодня в сегодняшнем эфире. Молодцы. Спасибо, Артем. Кстати, да, интересный вопрос. Расскажите. Можно долго рассказывать о том, что сколько песен мы написали к фильму «Самая русская сказка». Где-то 9, 8, сколько, Сереж? 4, которые мы утвердили. А вообще их было написано около 8 или 9, да. И 4, которые мы сейчас поем с Мураками. Одна из них — это саундтрек «Сказка». Вопрос был не про Про это. саундтрек, который мы написали недавно. Я знаю, что недавно я засветила и рассказала то, что мы еще пишем. Надеемся, что наша песня будет еще к саундтреку к одному из российских фильмов. И строчка, да? Я знаю, что ты ждешь. 8-й день весны дарит сны. Ну, в общем, вот такая песенка у нас тоже есть. Что еще? Что еще? Это вот эта песня? думаешь? А может, все-таки Да, я просто знаю, какой спросили. все-таки песню. исполним эту песню? Послушаем. Какую? Не-не-не. 8-й день весны, я думаю, это будет слишком для Мураками сейчас. Ну давайте хоть какую-нибудь зажить. Саундтрек, Зажжем, да? Ну давайте. Саундтрек. Саундтрек фильма «Самая русская сказка». Иди вперед по дороге правды, делай все как надо, тебя найдет. Если будешь верить, сказку не измерить. Выбирай и не отпускай минуты истины, не говори.
сделаешь чудо, я буду идти, бежать с тобой до конца. Мы просто позабыли, глаза свои закрыли, и кто-то плачет сверху дождем на тебя и меня. Сделай чудо, я буду идти, бежать с тобой до конца. Мы просто позабыли, глаза свои закрыли, и кто-то плачет сверху дождем на тебя и меня. Сделай чудо, 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 чудо. Сделай чудо, 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 чудо. Сделай чудо. Телефон 570-50-75, звони, работает, вопросы задавай, я буду и группу Мураками будут очень ждать. Ну, ребят, вообще, каково это писать песни к саундтрекам? К фильмам. Ну, То есть к фильму, да. да, к фильмам. Да как это писать? Мне кажется, это то же самое, что писать и обычные песни. Они рождаются, исходя из нашего настроения. Сегодня у нас такое настроение, мы пишем такую песню. И саундтрек это или не саундтрек, это песня изначально. Я думаю, что, может быть, мы для начала представимся, и чтобы... Я понимаю, Жень, что ты всех знаешь, но наши телезрители не всех знают, поэтому Да, я, давайте с вашего представимся. позволения, представлю. Это ритм-гитарист наш Раиль, красава парень, который строит всем глазки на сцене и не только в жизни, тем более. Это Леша, наш басист, самый основатель просто, и, наш папа Папочка, да, Мураками. всех держит. Это наша вокалистка Карина, моя старшая сестра, Мама. мама, да, Диляра, естественно, это я. Это, естественно, да. Это наш соло-гитарист Марат. Маратыч, он молодец. Мы его тоже любим. Клавишник Сергей, мы его ласково называем иногда гений. И наш барабанщик Кирюша. Кирюша! Ну, в общем, это Кирюша. Еще у нас есть замечательный администратор Яна. Наш продюсер Марат. И еще человек, который с нами тоже занимается нашим продвижением и периодически пиаром, это Ленара. Вот такой у нас коллективчик. Ну, а мы продолжим нашу беседу чуть позже, потому что мы уйдем на небольшую рекламу. Это программа «Территория ночного вещания». У нас в гостях группа Мураками, и у нас есть звоночек. Эй, привет. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Алло. Привет, привет. Привет, Привет, привет. привет, мы слышим тебя. Да, я хочу привет передать всем участникам группы. Я даже не знал, короче, я сейчас, что Мураками это казанская группа, да? Это же казанская группа. Казанская, да, немножко. Ну, круто. Привет. А вы что вы планируете? Что планируете? Ну, в творческом плане, в будущем. В творческом плане? Ребята, давайте ответим на этот вопрос. Что мы планируем вообще? Нет, надо все рассказать по порядку. Про олимпийские, потом так далее. Мечта так далее. группы Мураками была долгое время это выступить в Олимпийском. И это мы сделали 5 марта. Вот так вот это случилось, большое событие для нас в жизни. И 5 марта мы выступали вместе с нашим радио, и, ну, то есть на нашем радио. Это было очень клево. Нам подарили пластинку виниловую с нашей песней. Вот. После этого у нас планы. Ребята, скажите. Ну, у нас 21 числа у нас будет сольник в 16 тоннах в Москве. Это первый сольный концерт группы Мураками в Москве. Далее у нас 23 числа в Питере концерт. Сольный первый. Сольный. В Питере концерт, первый сольник. В общем, у нас очень много планов, и это только начало, и мы уверены, У нас что... готово еще 300 песен для 4-го диска. У нас готовы песни для еще минимум 3 дисков. И я думаю, что с каждым днем, благодаря нашему вдохновению, нашей силе, песни становятся все больше и больше.
А вообще у нас цель это вот объединить два понятия олимпийский и сольник в Москве, то есть провести сольник в олимпийском. Олимпийском, ну да. И чтобы он был не пустой, желательно. А вот есть такой вопрос. Планируете ли вы после Москвы заехать в Нижнекамск выступить? Ого, в Нижнекамск. В Нижнекамске мы выступали 3 раза. Сколько мы там были? Там бывали, я помню. Бывали. 3 раза точно мы были, но нет. Нет, ну если Нижнекамск рад нам, мы-то тем более рады Нижнекамску. Да. А у нас есть звоночек. Ой, здравствуйте опять. Да. Говорите, мы Кто не спит, слушаем я вас. думала, все будут Алло. спать. Да, Здравствуйте. Добрый вечер. здравствуйте. Меня зовут Бридович. Я вот хотел спросить, какого стиля вы поддерживаетесь? Может быть, вы кому-то подражаете, девушки? Кстати, так приятно улыбаешься. Прямо сейчас это. Вот. Ну, такого личного плана вопрос. Все ребята молодцы, музыка просто супер. Мне вот на самом деле нравится. Просто мне вот хотелось бы спросить, каких вершин вообще хотите достичь? Какие у вас планы там на будущее? Может быть, там Россию все покорить, за границу поехать, там что-нибудь еще такое? Нет, ну, спасибо большое за вопрос. Конечно, мы мечтаем, чтобы Уэмбли аплодировал стоя, но об этом мы только пока мечтаем. Нет, самое главное, чтобы песни группы Мураками включались в те моменты, когда человеку очень плохо или очень хорошо, чтобы именно песни группы Мураками звучали в сердцах и в душах людей. Ого, это, конечно, совсем круто. Но это лучше, чем в Уэмбли стоя. Нет, ну это чересчур. Про подражание нет, мы никому не подражаем. Кто подражает кому? Нет, ну Раиль, вот я знаю, он подражает ритм-гитаристу группы Тамагочи. Вот это я точно знаю. Вот он пытается, это я знаю. Например, вот Сергей, он подражает сам себе. А больше, ну я не знаю, если только... Я никому не подражаю. Вот. Ребят, я вчера побывала на концерте «Энергия рока» на фестивале. Да, я знаю, это что был это вы организовали. полуфинал. Да. Финал состоится 4.04 в 4 часа дня. Да, вот так состоится финал «Энергии рока». Это фестиваль, который, изначально был в Энергоуниверситете. Сейчас при поддержке еще Лиги студентов это делается большой концерт. Там неожиданно кто-то играет сейчас. Мне даже... подложечка, да? Так вот, фестиваль, который проводился и проводится уже 4-й год, в следующем году мы очень надеемся, что будет очень-очень-очень много поддержки от министерства, мэрии, и это будет все круче и круче, потому что мы уверены, что «Энергия рока» это помощь сделать Казань столицей рока. И мы в этом уверены, убеждены, у нас все получится, потому что мы вместе, и потому что мы делаем одно общее хорошее дело. И те люди, которые с нами, мы счастливы. И если вы вдруг решите нам помочь, приходите 4.04 в 4 часа дня в клуб «Крылья», точнее в «Стерео Клаб». Наверняка это тяжело, да? Как вообще хватает сил на то, чтобы делать это все? Сил? Да, потому и что музыку, вокруг много фестиваль. хороших, добрых людей. Они еще не вымерли, слава богу, поэтому есть люди, которые помогают. Например, канал ТНВ помогает тоже в проведении данного фестиваля. Например, мы можем очень-очень долго перечислять тех людей, которые нам помогают, но мы все равно надеемся, что нас будет все больше и больше. Мы верим, что живой звук... Просто цель у нас благая. Просто. Да, цель благая, поэтому нам помогают. Помогают сверху, помогают все. И мы верим, что живой звук, он победит. Мы верим, что если нас будет все больше и больше, мы сможем действительно сделать столицей рока. Почему нет? Ну, мы еще поговорим об этом фестивале. Я хочу попросить вас сыграть что-нибудь еще. Давайте мы сыграем песню, которая очень часто звучит... Сережа, играй. Очень часто звучит в наших сердцах, когда хочется признаться в любви, когда хочется подарить себя искренне, по-настоящему. И хочется, чтобы в ваших сердцах сегодня звучала эта песня. Гений снимает ботинки и падает в нежность коралловых рифов. Свинцовый подарок на память не радует верность запачканных мифов. Ты разукрась наше место
рассветами и успокойся на улице. Ты вновь объешься моими приветами. Надо лишь только зажмуриться, и я подарю себя тебе. Я улечу опять туда, я пропущу 9-й сон, лишь бы с тобой дышать, тобою рядом. Я подарю себя тебе, я улечу опять туда, я пропущу 9-й сон, лишь бы с тобой дышать тобой. Доброе утро глазами, все сказано, ты выбираешь розовый. На сантиметры словами привязаны и глупыми вопросами. Ты разукрась наше место рассветами и успокойся на улице. Ты вновь объешься моими приветами. Надо лишь только зажмуриться, и я подарю себя тебе. Я улечу опять туда, я пропущу 9-й сон, лишь бы с тобой дышать, тобою рядом. Я подарю себя тебе, я улечу опять туда, я пропущу 9-й сон, лишь бы с тобой дышать тобою, дышать тобою, дышать тобою, дышать тобою, дышать лишь только зажмуриться, и я подарю себя тебе. Я улечу опять туда, я пропущу 9-й сон, лишь бы с тобою дышать, тобою рядом. Я подарю себя тебе, я улечу опять туда, я пропущу 9-й сон, лишь бы с тобою дышать тобою. Спасибо вам большое, очень красивая песня, и, по-моему, она играла на одной из московских радиостанций. Это так? Да, это так. Она звучала не только на одной, на 3, если я не ошибаюсь даже, да? Ну, на 2 точно. Ой, как всегда мне. Эмоции, Леша, давай поговорим.
Не, ну что, действительно, она звучала на радиостанциях московских в одном проекте. Первый раз она появилась. Это, в принципе, вообще даже первая песня, которая появилась в Москве у нас на радиостанциях. Ну, а потом уже и другие. Это одна из первых песен, которая звучала в Москве, между Она в прочим. Москве, да, я сказал. Не на радиостанции, а именно в Москве на концерте. Я перебью немножко вас. Вот мне подсказывает режиссер, что видел, как под эту песню один из ведущих махал зажигалкой в интернет-трансляции. Вы не видели Ведущих, этого? На стороны радио есть ведущий, да? Радиоведущий махал зажигалкой, когда она звучала. Ему настолько понравилась эта песня, что он прям уж эмоции выплеснул свои. Да-да-да, это... В общем, ну, эта песня просто действительно нам дорога. Ну, нам каждая песня дорога, которая есть в группе Мураками, потому что это все-таки наши дети. Да, ребята, настоящие, ну вот у Карины, правда, настоящие есть, а у всех остальных вот это только дети. Остальные работают, остальные пишут и творят. Спасибо большое. А у нас, кстати, телефон разрывается от звонков. Вот сейчас вот звонят. О, привет, привет, кто звонит нам? Доброй ночи. Добрый. Доброй ночи. Дилярова Гафма, группа Мураками. Вам огромный привет. Спасибо. Такой вопрос вам задать. Когда была первая песня написана, что именно вас подвигло к этому, муза, ну и в какой момент? Первая песня, спасибо за вопрос. Первая песня была написана в 13 лет. Эта песня называется «Носки». Давай, подложечка так, параллельно. Помру я с тоски, заплачу от обезделья, воняют носки, закрою им петело, чтобы снаружи, ой, да была я как внутри, чтобы все люди боялись моей чистоты. Вот такая была первая песня, в 13 лет написана мной, сподвигла на ее написание моя сестра старшая, которая всегда ругалась и говорила, почему ты разбрасываешь грязные носки под дом, и кидалась в меня ими, а я пыталась объяснить тем самым, что не важно, что у меня грязные носки, душа-то у меня чиста. Вот так было в 13 лет. Так и продолжается до сих Так пор. пытаешься доказать ей это до сих пор, да. Вот у меня такой вопрос. Сейчас очень многие молодые люди 13-15 лет создают свои группы. Прекрасно. Вот Для этого существует энергия рока, приходите к нам. именно на энергию рока нужно прийти, да, чтобы заявить о себе. Мы с удовольствием вас послушаем, подскажем, поможем, найдем людей, кому не хватает басистов, клавишников и так далее. Мы всем готовы помочь, приходите. Ну, раз уж мы заговорили о молодом поколении, давайте посмотрим, как увидела это молодое поколение, наш корреспондент и наш сюжет в эфире сейчас. Поехали. Сюжет. Дороги, направления, цели. Как только мы приходим в этот мир, мы начинаем куда-то непрерывно идти, а порой даже бежать. Вот и они, надежда и будущее этого несовершенного мира, ищут свои совершенные тропы и пути. Юные Че Гевары выходят на улицы города с собственной революцией за право выглядеть и думать иначе. Они разделяют себя на субкультуры, придумывают себе моду и образуют свои стаи по музыкальным интересам. Говорят, курс выбран на независимость от стереотипов общества. В первое время бывает некомфортно, даже как-то на люди смотрят. Такие вот взгляды даже странные бывают. Ну, как бы это отбрасываем и идем, как бы, типа, так надо было. Некоторые говорят, фу, тебе делать, что ли, нечего, будь нормально, а мне на это как-то вообще наплевать. Хочу, такая и буду. Разведи, сделай шаг, и полетели обратно со мной. 2 куба по вене, контрабас в сигарете, кто-то растерзал нас с тобой. В клетке посидим, вечером позвонят, завтра заберут за залог.
телеграф молчит, телефон отключен, я закрыт опять на замок. Услышали бы они сейчас от дедушки Ленина знаменитые слова «Правильной дорогой идете, товарищи». Это, пожалуй, не так интересно. А вот что при этом испытаем, о чем будем петь и кто будет рядом, для них, безусловно, важнее. Их образ жизни и внешность порой шокируют, но быть как все они не хотят и не будут. А вы сами когда-нибудь пробовали заткнуть себе рот, когда из души рвется песня? Нет, вот и у них не получается. Праведный полез нащупал курок, щедро наточен народный топор. Мы всегда, наверное, были неформалами, но общались с разными людьми. С эмо, готами, с панками. Но сейчас пришли, как раз общаемся с неформалами. Пришли к этому, потому что нравится просто. Нравятся интересы, все, внешний вид. Поймут люди, что ты нормальный человек, просто это твой стиль, там, ты слушаешь твои интересы. Понимают со временем окружение. Моя мечта всегда со мной, с нее я начинаю день. Прекрасный свет в твоих ладонях, афишами ночных страстей. Твои глаза рисуют ночь, я вижу, в них горит огонь. Сомнений нет, лишь только тронь, сгоришь и не оставишь след. Я не могу скрывать в себе, что не в силах больше понимать тебя. Я не могу скрывать слепого бессилия удержать тебя. Бегом по жизни, готовясь к любым результатам. Ведь за идею можно и пострадать. Вот так где-то агрессивно и порой жестко революционеры готовы отстаивать свои права на свободное движение. Идем, куда глаза глядят. Они и сами до конца не знают, куда несут их ноги. Но у нас, говорят, хотя бы хватает смелости быть не такими, как все. Весь мир не покрасишь в розовый цвет. Всегда будут такие, как они, черные пятна. Молодежь куда идет? Да по-разному. Молодежь идет по своей жизни. И я рад, что она отдыхает не просто по стереотипу, как в коммунизме, например, по поставленной линии, а то, что она может распространяться абсолютно неадекватно в разные стороны. Это вообще у каждого времени своего. У вас же тоже там что-то было. Свои 80-е, определенные прически. Это тоже, наверное, пройдет. Все. Смысла нет просто запрещать. Вот говорят, куда же катится молодежь, особенно вот люди, которые уже пожилые. Мне кажется, с молодежью все нормально, потому что молодежь очень развитая, очень умная сейчас, очень творческая, все заняты каким-то делом. Начинают уже уважать меня из-за того, что я свободный человек, а они нет просто. У них существуют стереотипы, которыми они живут. А меня они просто не колышут. У меня есть свои идеи, и я этим живу. Все. По моему мнению, это очень хорошо. Потому что есть к чему стремиться. А вновь побрел он не спеша, взгляд устремив в седую даль. Его безумная душа смотрела черную вуаль, потом взметнулась в высоту прозрачных ночью чужих небес. Душою оказался бес, убивший волю и мечту. У каждого, несомненно, своя дорога. Так куда же ты идешь, наша современная молодежь? Узнать об этом есть только один способ – пойти по этой дороге с молодыми. Чем, говорят, живем, о том и поем. Это их мир безбашенных поступков и ярких эмоций, которых они не скрывают. Просто честные люди играют честную музыку. Что миром правит сатана, и он сыграл в нем свою роль.
В эфире программа «Территория ночного вещания». У нас в гостях группа «Мураками». Еще раз доброй ночи всем. Еще раз доброй ночи. У меня такой вопрос. Нет ли у вас желания поиграть, спеть на зарубежном языке, на английском, на немецком, французском? А мы, знаете, у нас первый альбом, несколько песен мы записывали даже на английском языке. А во втором альбоме, я думаю, что в ближайшем будущем, как нам сказал наш продюсер Марат Харудинов, что мы в будущем скоро мы переведем как раз весь наш второй альбом на английский язык. А есть ли известные личности, известные музыканты, которые помогают вам, поддерживают вас морально? Есть известные люди, которые нас поддерживают и которым мы благодарны. Это, опять-таки, это наш продюсер Марат, Мартин Мьюзик, да. Это, конечно же, мы вечно будем благодарны Ильсураю Шмедшину, который нас давным-давно открыл и помог, поддержал и поверил в то, что мы действительно сможем представлять Россию на каком-то международном конкурсе. И так и случилось, потому что действительно необходима вера на начальном этапе. И первый наш альбом как раз был написан благодаря ему, то есть с его помощью. Очень много людей, которые нас поддерживают. Это и наше радио, это и, опять-таки, Казанский пульс радио. И радио Маяк. Радио Маяк с Телавин. Очень много людей, А которые верят в нас, и мы ему очень благодарны. Спасибо вам большое. Спасибо большое. У нас, кстати, есть звоночек в эфире. Алло, доброй ночи. Алло, здравствуйте. Алло, доброй ночи. Как зовут? Меня зовут Иван. У меня вопрос к лидеру группы. В будущем не собираются они добавить саксофон? Спасибо большое за звонок. Спасибо, Иван. Саксофон, знаете, если думаю... можно я скажу? Если мы добавим еще и саксофон, нас всех уволят, потому что у нас очень много народу, и просто все разоряются на наших билетах. Но саксофон это мило, мы, наверное, его как-нибудь, там... Я очень хочу, чтобы у меня сын играл на саксофоне. Спасибо, но я думаю, пришло время сыграть. Ну давайте мы сыграем песню, в которой в демо-версии звучал как раз-таки саксофон. Ну а сейчас звучит Мураками вот в таком составе, как он есть. Поехали, ребятушки, веселей, позитивней. Подпевайте, мы будем рады. Слова простые. Парам-парам, парам-парам, парам-парам-парам-парам-парам, парам-парам, парам-парам. Парам-парам, парам-парам, парам-парам-парам-парам, парам-парам, парам-парам. Я тебя отдам лишь утром, руки мятой простыни. Незабудки не забудут воздух жесткий от любви. И знакомясь с бутербродом, вспомнив все, что мне сказал. Отпускаю ненадолго, возвращайся, обещал. И пусть у нас есть 3 копейки, я все равно сойду с ума. Изображение с наклейки напомнят мне твои глаза. Я научу тебя ругаться и разговаривать с мной, и постоянно расставаться, а ты научишь быть собой. Если рядом все не страшно, все путем. Если рядом жизнь прекрасна, мы поем. Парам-парам, 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 ты раскрашен буталином, пахнешь солнцем и весной. И по-детски, так наивно, ухмыляюсь я тобой. Каждый день как будто праздник, я влюбленностью пьяна. Ты вернулся, милый, страстный, так скучала очень я. И пусть у нас есть 3 копейки, я все равно сойду с ума. Изображение с наклейки напомнят мне твои глаза. Я научу тебя ругаться и разговаривать с мной, и постоянно расставаться, а ты научишь быть собой. Если рядом все не страшно, все путем. Если рядом жизнь прекрасна, мы поем.
Спасибо большое за такую чудесную песню. Ну а мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и увидимся здесь буквально через несколько минут. Доброй ночи еще раз всем. Ребят, у меня еще один вопрос к вам. Это касается «Новой волны 2010». Не секрет, что этот конкурс вам очень помог для раскрутки. Как вам вообще удалось туда попасть? А я знаю, что ты об этом спросишь. В общем, смотри. Так получилось, что группа Мураками вообще не верила в то, что мы сможем каким-то волшебным образом там оказаться. И поэтому в декабре месяце я придумала, что есть какое-то такое мифическое число 25 декабря, до какого времени мы должны записать все песни и отправить на новую волну. Ребята поверили, ну так как они вообще доверчивые ребята мне, и сели 24 декабря и начали судорожно писать, потому что я сказала, до 25 это край. Мы, естественно, опоздали и отправили 27-го, что ли, по-моему, да, декабря там, или в январе уже даже отправили. Но главное, что мы не опоздали участие в конкурсе, потому что там до марта. Рассказываю, как было. Так вот, в общем, итог того, что ребята не поехали со мной в Самару, и я поехал туда вместе только с Раилькой, вот с одним. Мы показались, и вдруг мы прошли. Сами того не ожидая, абсолютно. Мы приезжаем в Москву записывать саундтрек «Самая русская сказка», и тут вдруг нам говорят, что мы, проходим следующий тур. У нас еще больше шок. Вы помните, да, этот момент, когда мы узнаем? На самом деле, ребята вообще сказали, это не наш конкурс, куда мы едем вообще. Ты вообще понимаешь, зачем нам это надо? Итог! Мы на Юрмале и все вместе! Это было вообще для нас очень круто, да? Сколько эмоций было, сколько воспоминаний. И там же мы познакомились с нашим, как раз-таки, продюсером Маратом, который нас там взял как папочка, и все, и теперь мы с ним вместе. И теперь мы работаем, творим, пишем, выступаем, и... Скоро сольные концерты. Скоро сольные концерты, да, и мы понимаем, что это совсем другой уровень, когда... Одно дело, когда ты работаешь вот так сам для себя, где-то что-то пишешь, а другое дело, когда тобой занимаются, когда тебе помогают. И спасибо, Марат. Вот на Мы тебя любим! Спасибо. Вот на этой новой волне вы исполнили 3 песни. Песню Иван Шук International, песню Queen и свою собственную. А как вообще получилось так, что такой набор разных песен? Кто очень долго выбираются песни. Это процесс около 2-3 месяцев. Порой и даже прямо перед самим выходом на сцену тебе могут буквально за 4-5 дней поменять песню, сказать, это не подходит. Вот. Но у нас тут такой был выбор. Так спасибо. получилось. А у нас, кстати, есть еще один звоночек. Алло. Алло. Привет, да? Как тебя зовут? Здравствуйте, это Марина. Привет, Марина. Очень приятно. Можно камеру? Диляр Вагапова. Диляру, здравствуйте. Привет. Привет, очень приятно тебя увидеть в новом цвете. Цвете? То есть, тебе красный серьезно очень идет. Я очень давно наблюдаю за твоим творчеством. Спасибо. Спасибо за все твои песни. Спасибо, Марина. Извини, я на самом деле очень, растерялась Да ничего, собери, все хорошо, успокойся. Звоню и по поводу, хотела узнать про песню «Гений», во-первых. Она реально очень затронула. Кому посвящена эта песня? В данный момент? Вообще, да, о ком ты писала ее? Ой, я не раскрываю эти тайны, о ком я пишу, для кого я пишу. Главное, кому она сегодня, здесь и сейчас исполняется. Это важнее. И поэтому, когда я выхожу на сцену, я понимаю, о чем я пою, для чего я это пою и кому. И это самое важное. Спасибо. О любви, она, конечно, все песни группы Мураками о любви. О любви к жизни, о любви к творчеству, о любви к мужчине, о любви к семье. Можно долго говорить. У нас уже время немного поджимает. Давайте исполним что-нибудь еще. Вашу любимую самую песню. Эта песня как раз была одна из самых последних написана. Это песня о любви. Маринад. Сонный октябрь мучительных слов, в переплетении засохших цветов я перестала в нас верить, я перестала в нас верить. Холодно мыслям и рваным носкам,
Ты прочитаешь опять по губам, что я перестала в нас верить. Я перестала. И телефон мне зазвонит. Прощай, спою на память. Спасибо без обид, что было не исправить. И на боках потерявшихся рыб я выплываю снова и снова. Так быть или не быть, мне не ново. Победа на пальце и страх потерять. Скажешь, сегодня меня не узнать. Я перестала в нас верить. Я перестала в нас верить. Прозвище было, я ухожу, пока чай не остыл. Жаль, перестала в нас верить. Опять перестала. И телефон мне зазвонит. Прощай, спою на память. Спасибо без обид, что было не исправить. И на боках потерявшихся рыб я выплываю снова и снова. Так быть или не быть, мне не ново. Перезаписана, не сведена. Я перестала в нас верить. Опять перестала. Сонная правда, маринада любви. Так больше не надо, не надо, не ври. Я устала. И телефон мне зазвонит. Прощай, спою на память. Спасибо без обид, что было не исправить. И на боках потерявшихся рыб я выплываю снова и снова. Так быть или не быть, мне не ново. И на боках потерявшихся рыб не ново. Телефон мне зазвонит. Прощай, спою на память. Спасибо без обид, что было не исправить. И на боках потерявшихся рыб я выплываю снова и снова. Так быть или не быть. Спасибо большое за песню. Ну, а у нас пришло время прощаться. Увидимся с вами ровно через неделю, в пятницу. Пока-пока! Хочу сказать, что заходите на наш сайт www.murakami.ru. Мы всем очень рады. И будьте счастливы и любите друг друга. Ну, мы сейчас хотим показать ваш клип.
Да, Сейчас мы клип, его который видим. был снят в городе Москве Лешей Голубевым, и был действительно очень интересный съемочный процесс, о котором можно говорить очень долго. Да. В общем, клип группы Мураками смотрите канал ТНВ. Всем пока, всем чао. Увидимся через неделю в пятницу, 1 апреля. Пока. Пока. Побережье Невады и кофе в лице, когда тебе рады любовь до упада и дождливая так бежим по шоссе. Пылью наполнены обе сандали в поисках гения по спирали. Хлопьями воздуха манит дорога, голоса нет, аллергия немногого надо. Поцелуй от помады, побережье Невады и кофе глиссе, когда тебе рады любовь до упада и дождливое танго, так бежим по шоссе. Это мой нулевой километр, пожирает сентябрьский полдень, по колесам играет оркестр. Камень за камнем, камень за камнем, это мой нулевой километр. Начинаю отсчет от Казани, мы построим китайскую стену здесь, камень за камнем. Пересекающий ток расстояния, беспрерывное эхо молчаливых признаний. Я подарю поцелуй и 3 слова, голоса нет, аллергия, так многого надо. Простыню и пижаму, взгляд принцессы Дианы, и запой по весне еще 2 банана. Нежности отклала, может, просто устали, ну так бежим по шоссе. Это мой нулевой километр, пожирает сентябрьский полдень, по колесам играет оркестр. Камень за камнем, камень за камнем, это мой нулевой километр. Начинаю отсчет от Казани, мы построим китайскую стену здесь, камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр, пожирает сентябрьский полдень, по колесам играет оркестр. Камень за камнем, это мой нулевой километр. Начинаю